2 года отведено на все работы по строительству газовых сетей в Алекминске. В мае этого года подрядчики приступят к выполнению. В этом году мы планируем 50 километров построить уже, ну и, соответственно, оставшаяся часть в 25 год. Подписан документ главой республики и со стороны «Газпрома» газификации. Называется она «План график синхронизации на 24 год». Там начало и конец строительства – это 24-25, 26 год – это ввод в эксплуатацию. Значительный объем и у тех предприятий, которые сегодня заняты в сфере подачи тепла. По-хорошему пора получать тех условия. ГУП ЖКХ, то есть у них уже идет работа по проектированию, также у них есть понимание, какие котельные они будут переоборудовать, какие будут устанавливать модульное типа. А что касается частных предприятий, да, ну, на сегодняшний день готовность, я считаю, на минимальном уровне, так как до сих пор не было заявок на получение технических условий. Компания настоятельно рекомендует подойти к вопросу осознанно и серьезно. Всего за 2 года необходимо соблюсти все процедуры, определиться с выбором и подготовить объем к пуску. Риски хотелось бы, конечно, обозначить. Это исполнение обязательств правительства, это готовность к получению пуску газа со стороны вот как раз таки частных котельных. Ну и, соответственно, конечно, у компании «Сахатранснефтегаз» большой опыт по газификации, и, соответственно, мы здесь проблем не видим по газификации, тоже в том числе города Алекминска. Представитель ИП «Мамонтов» оценил плюсы перспективы газификации, но есть вопросы, которые все-таки, на его взгляд, остались. Тут главное, чтобы, опять же, все стороны выполнили свои обязательства. То есть мы можем произвести реконструкцию, перевести на газовый вид топлива котельную, а газ не будет подан вовремя. Тут тоже такое, скажем, у нас возникает опасение. В целом мы сами стремимся к газификации. Газификация дает возможность автоматизации котельных, то есть соблюдение полного температурного графика. В зависимости от погоды она будет сразу регулироваться на малейшие градусы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.